Добрый вечер, уважаемые телезрители. Почти каждый старшеклассник знает наверняка, куда он пойдет учиться после школы и выберет ту или иную специальность. Но еще есть те, кто в этом плане не определился. И сегодня мы будем говорить о специальностях Чеченского государственного университета. Чтобы рассказать о них, к нам пришли Умар Гайрабеков, декан факультета географии и геоэкологии, Шавади Арсалиев, декан исторического факультета, Магомед Дагиров, заведующий кафедрой факультета иностранных языков, и Айнди Тумриев, заведующий кафедрой агротехнологического института ЧГУ. Добрый вечер. И первым, Умар, я предоставляю вам слово, чтобы вы рассказали о своем факультете, о специальностях. Спасибо. Значит, я представляю факультет географии и геоэкологии. Значит, так он называется с 90-го года в связи с открытием новой специальности геоэкология. Вот мы ведем подготовку, набор на специальности и направления. С прошлого года они называются направления. Это такие направления, как география с профилями, физическая география, экономическая и социальная география, экология и природопользование, профиль геоэкология. И туризм – это новые такие направления, сервисная деятельность. Факультет – это крупное учебно-научное подразделение в структуре Чеченского государственного университета, разнопрофильный коллектив. Вот ввиду того, что мы готовим по естественным и даже гуманитарным направлениям, значит, имеет хорошую прочную базу, кадровый состав улучшается из года в год. Своим выступлением я и мы все преследуем цель помочь тем, кто собирается поступить, значит, выбрать какую-то специальность, какое-то направление, в том числе и в структуре Чеченского государственного университета. Самая крупная специальность в структуре университета сейчас это направление, это география. Мы набираем на дневное отделение 50 человек, ежегодный набор у нас составляет. И на вечернее, у нас только вечерняя форма обучения. Министерство образования с 99-го года не разрешает набирать на, значит, заочную форму обучения. Поэтому это надо учитывать. Вечернее, это то есть в пятницу, в субботу они приезжают, проходят занятия. И вот это форма обучения. География сегодня, естественно, это, значит, специальность и направление, которое дает право выпускникам занимать должности преподавателя средней школы, общеобразовательной школы, среднего учебного заведения, значит, профессионального, специального учебного заведения, в том числе и высшей школе. Говоря о географии, то есть это единственный факультет в республике, где готовятся именно географы, в отличие там от других специальностей. Поэтому вот сегодня есть острая надобность и в школах республики, вот они везде, географы имеются. Помимо школы они могут работать и в природоохранных органах, в структурах Министерства труда и занятости населения, в Министерстве спорта, туризма, связанной там, значит, с туризмом, в различных других организациях и ведомствах. Я бы отметил, что роль географии все-таки растет и в мире. Вот, к примеру, в европейских странах, во многих зарубежных странах, чтобы быть руководителем среднего даже звена, значит, специалист должен иметь географическое образование. Это уникальное, интересное специальность. Второе направление – экология и природопользование. То есть вот это направление не столько даже нуждается в рекламе. К сожалению, ситуация в мире, в стране и в регионе, где мы живем, ухудшается из раза в раз. То есть хозяйственная деятельность человека все больше и больше дает о себе знать. По существующему международному законодательству, значит, и российскому законодательству, в каждом предприятии, в ведомстве, в хозяйстве должен быть обязательно эколог. Если эта организация, ведомство, хозяйство наносит урон, ущерб окружающей природной среде. А это так оно и есть. Следующее направление – это туризм и сервисная деятельность.
Сейчас в свете того, что Северный Кавказ – это, значит, первый регион в Российской Федерации, значит, это рекреационный регион, и в свете того, что глава республики говорит, что надо восстанавливать, значит, улучшать туризм, это сегодня доходная отрасль. Во всем мире это сознают. А для этого у нас есть уникальные возможности и условия. Специалисты в сфере туризма в ближайшем будущем будут востребованы. Совершенно правильно. Они будут востребованы, они и сегодня востребованы. Это уникальная, очень модная, престижная, хорошая, нужная специальность. У нас на факультете, помимо бакалавриата с прошлого года, это практикуется во всех вузах страны, имеется магистратура по направлениям география, экология и природопользование. Также у нас в структуре университета, то есть факультета, имеется аспирантура по 3 специальностям. Это физическая география и биогеография, география почвы, геохимия ландшафтов, 1 специальность. 2 специальность экономическая, социальная, политическая, а сейчас и рекреационная география. И 3 специальность геоэкология. По 3 специальностям наши выпускники, и не только наши выпускники, могут продолжить обучение. Мы предоставим слово Шаваде, чтобы он тоже мог более подробно рассказать о своем факультете. Я просто хочу здесь молодым ребятам рассказать, кто закончил этот факультет из известных людей. Это председатель парламента Чеченской Республики Дукваха Абдурахманов, который очень часто, и недавно прошла встреча, встречается со студентами и факультета, и университета, он с настроением приходит к нам. Это президент Академии наук Чеченской Республики, доктор исторических наук, профессор Гапуров Шахрудиайдевич, который имеет уже свою научную школу. Директор Государственного музея Чеченской Республики, кандидат исторических наук Асталов, директор архива, музейную. То есть это все выпускники исторического факультета. На факультете у нас много известных докторов наук, ученых, которые не только в республике знают, но и в России, а также и за рубежом. Факультет готовит до прошлого учебного года, то есть в этом учебном году, в 2011-2012 году, был набор по новым специальностям. Это культурология, это новое. Здесь просто хочется сказать, все-таки заведующая кафедрой культурологии, она и проректор Чеченского государственного университета, доктор философских наук Тамара Адамовна Мазаева. Она как раз занималась и открыла эту специальность. А так все время мы выпускаем, готовим по специальностям история, это регионоведение, и музеология и охрана памятников. История, специальность, здесь у нас больше конкурсов всегда. Почему? Потому что люди, которые поступают на этот факультет, на специальность не только, скажем, идут в школу, занимаются и в научной работе, и то, что я назвал, в других сферах республики. На факультете у нас аспирантура, это по 4 направлениям, 4 аспирантуры. В этом году мы планируем, те, которые хотят заниматься научной работой, занимаемся уже, открыть диссертационный совет свой на факультет. Этот диссертационный совет позволит, скажем, молодым людям, когда закончат университет, поступить в аспирантуру, защититься и остаться работать не только в университете, но и в других, скажем, вузах нашей республики. У молодежи огромные возможности заниматься и научной работой, так как наши студенты действительно занимают очень активное участие на конференциях, это по России, это в других вузах. Студенты исторического факультета, 5 человек выиграли гранты, это уже
гранты правительства России и президента Российской Федерации. Гранты там, скажем, может быть, как гранты они маленькие, но там от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Это для студента очень хорошая возможность заниматься наукой. Экзамены вступительные на исторический факультет – это в основном история, обществознание, и на специальность регионоведения есть, конечно, география. То есть мы ждем наших ребят с удовольствием. И сейчас мы хотим услышать о факультете иностранных языков, который, так скажем, популярен, да? Один из популярных факультетов среди нашей молодежи. Магомед, вот расскажите о вашем факультете. Всегда, как вы правильно подчеркнули, факультет иностранных языков привлекал к себе внимание молодых людей. И на сегодняшний день он тоже является достаточно популярным. Причины для этого, в общем-то, всем хорошо известны. Наш факультет состоит из 3 кафедр. Это кафедра английского языка, кафедра немецкого и французского языков, где работают опытные преподаватели, а также и молодежь. Кстати сказать, молодежь наша очень активно занимается научной работой, защищают диссертации, и студенты всегда хорошо отзываются не только о опытных наших преподавателях, но и о молодых тоже. Что я хотел сказать в этом отношении? Можно было, конечно, много говорить о нашем факультете, но вот в рамках нашей короткой передачи я хотел бы сказать, что в настоящее время любой специалист в любой отрасли науки, в настоящее время тем более, он будет хорошим специалистом только тогда, когда будет знать несколько языков. Мы участвуем в различных научных программах, получаем то же самое, гранты. Мы тесно работаем с английскими, с немецкими, французскими научными организациями, академическими научными организациями. Наши студенты часто получают стипендии для того, чтобы проходить стажировки в зарубежных странах. Вот, например, буквально на днях, на прошлой неделе, мы получили 2 гранта для студентов нашего факультета, для того, чтобы они могли продолжить свое образование в Германии. Стипендию на 18 месяцев грант получили, так? Но и с возможностью продления, если будет хорошо получаться. Я хочу сказать, что те гранты, которые получают наши студенты, они предназначены не только для того, чтобы чисто языком заниматься, немецким или английским, а также и для того, чтобы, там, скажем, обучаясь за рубежом, изучать другие специальности. В последнее время такая тенденция, что немецкий нам не нужен, французский, ну, все языки хороши, все языки красивы, они нужны все. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы абитуриенты наряду со своими другими экзаменами по единому государственному экзамену ЕГЭ сдавали также и иностранные языки. Ну, в качестве вот такой агитации я мог бы, наверное, сказать, напомнить, может быть, нам всем, что руководители нашего государства, президент Российской Федерации, значит, премьер России, они ведь, мы же все с вами знаем, они знают языки, и несколько языков, так? И немецкий, и английский в том числе. Вот, еще раз хочу повториться, на сегодняшнем этапе нормальный, хороший специалист в любой отрасли не может обойтись без того, чтобы он не знал иностранные языки. Пожалуйста, приходите к нам, мы вас ждем. Будем очень рады, значит, принять вас в свои ряды. У нас факультет очень популярный и красивый факультет. Спасибо. Андрей, напоследок предоставляется вам слово. Создание института на базе агротехнологического факультета подчеркивает важность и необходимость тех специальностей для нашей республики, которые мы готовим.
У нас на факультете готовится, имеется 7 кафедр, из них 6 выпускающие. Мы готовим специалистов и в растениеводстве, то есть агрономия, в животноводстве и в переработке. Всего 6 специальностей, я их перечислю. Агрономия, плодовощеводство, виноградарство, зоотехния, защита растений и ветеринария. Преподавательский состав института высококвалифицированный. У нас очень много преподавателей с научными степенями. Всего около 70% преподавателей имеют степени докторов и кандидатов наук. Кем могут работать учащиеся, студенты, которые проучились на этом факультете? Будут ли они востребованы? Да? Выпускники нашего института имеют возможность работать в производственном секторе, скажем, непосредственно в производстве продукции сельского хозяйства, в переработке, так как у нас есть специальность технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в управленческих структурах, а также, скажем, средние специальные и высшие образовательные учреждения, в научно-исследовательском секторе. И, знаете, я скажу, Марина, из своего личного, скажем, жизненного опыта, для того, чтобы, скажем, устроиться, не будем стесняться, сделать карьеру, показать себя, не так важна специальность. Важно, насколько ты сам специалист в выбранной области. Для этого, чтобы именно поступившие к нам, скажем, дети наши, стали действительно высококвалифицированными специалистами, имеются все условия. И эти условия ежегодно улучшаются. У нас расширяются возможности, скажем, прохождения непосредственно, скажем, производственных практик в хозяйствах, где представлены те в достаточной степени отрасли, которые они выбрали как будущую специальность. Имеем мы тесные связи с Московским аграрным университетом, бывшей Тимирязевской академией сельскохозяйственной. Налажены очень тесные деловые отношения с Парижским институтом виноградарства и вина. Как могут этим пользоваться студенты? Они выезжают, практикуются? Да, у нас есть аспирантура. При этом с институтом, скажем, горного и предгорного земледелия мы имеем договоренности, наши выпускники, поступая в их аспирантуру, работают непосредственно на наших кафедрах. Я понимаю, сегодня, сейчас, при слове аграрное, сельское хозяйство, у многих бывает такой, скепсис, недоверие, разочарование. Но я должен сказать, что это ошибочное мнение. Любое государство, которое хочет существовать и быть суверенным, должно иметь, если не в первую, то в главную очередь продовольственную безопасность. А это как раз непосредственно та сфера, в которой будут трудиться выпускники нашего института. И, к примеру, все мы видим, что ежегодно, в одно время, я так прервусь, скажу, сельское хозяйство было запущено, развалено. Я не побоюсь сказать, разворовано и разграблено. Но сегодня уже руководство страны в целом, да и, скажем, интеллигенция в любой сфере начали понимать, что продовольствие нужно производить свое. Мы на сегодня даже не можем сказать, что нам завозят, что мы едим. А ведь великий геохимик Вернадский говорил в свое время, есть надо то, что растет в том регионе, где живешь. Вот поэтому я думаю, что специальности, которые, скажем, может дать агротехнологический институт, имеют перспективу и будущее. Пусть сегодня это звучит как-то, может быть, несколько неправдоподобно, но весь опыт
жизни общества учит нас, что кушать надо 3 раза в день. Без этого не получается. Это основа, это фундамент, скажем, человеческого общества, всего того, что мы создаем. Мы, конечно, живем не для того, чтобы кушать, мы едим для того, чтобы жить. И в заключении я бы хотел сказать, что для того, чтобы поступить, скажем, к нам в институт, необходимо к тому обязательному минимуму единого государственного экзамена сдать биологию. И добро пожаловать. Мы рады их встретить, принять и учить. Я думаю, что каждый из вас более чем подробно изложил о специальностях, о том, что ждет будущего выпускника школы, вот, какое обучение, образование. Да. Думаю, что для наших будущих абитуриентов это более чем понятно, и они выберут ту или иную специальность. Спасибо за участие в нашей передаче. А я прощаюсь с нашими телезрителями. До новых встреч. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Почти каждый старшеклассник знает наверняка, куда он пойдет учиться после школы и выберет ту или иную специальность. Но еще есть те, кто в этом плане не определился. Сегодня мы будем говорить о специальностях Чеченского государственного университета, и чтобы рассказать о них, к нам пришли Магомед Али Зубхаджиев, декан факультета физики и информационно-коммуникационных технологий, Венера Миназова, доцент кафедры педагогики и психологии Института чеченской и общей филологии ЧГУ, Абубакар Тавсултанов, заместитель декана факультета математики и компьютерных технологий, и Руслан Гайрабеков, декан биолого-химического факультета. Добрый вечер. Добрый вечер. Магомед Али, первым предоставляется вам слово, чтобы вы рассказали о своем факультете, о специальностях, направлениях. Вот в рамках изменения программ по всей России, вузовской программы 3-го поколения, а именно введением двухуровневого образования, бакалавриата и магистратуры, физический факультет, все специальности физического направления сейчас сведены к 2 направлениям. И вот на факультете физики осваиваются оба направления. Это направление физика и направление радиофизика. Направление физики у нас 3 модуля осваиваются. Это модули физика конденсированного состояния, медицинская физика и физика полупроводников. Все эти направления очень актуальны в современном обществе. Особенно хочется заострить внимание на достаточно новой направление – это медфизика. Согласно приказу по Министерству здравоохранения в России, в каждом медицинском учреждении введена должность, как правило, заместителя главврачей по техническому обеспечению. Все эти люди должны иметь физическое образование, а именно пройти, может быть, наше, может быть, родственное в соседних вузах Северного Кавказа. Дальше. Физика конденсированного состояния – это профиль, который является среди рекомендованных, давно осваивается на физическом факультете, и специалисты в этой области могут работать в дальнейшем в научно-исследовательских институтах, которые в нашей республике в том числе уже есть. Физика полупроводников тоже является очень современным перспективным направлением, так как вы все знаете, что полупроводниковая техника до сих пор бурно развивается. Это то, что касается направления физика. Направление радиофизика. У нас есть и такое направление, физическая электроника называемая, которая изучается все современные технологии, скажем, гаджеты, без которых сегодня человечество не обходится. Туда же относится
новый профиль, который мы осваиваем, телекоммуникации и информационные технологии. Ну, тут вашим специалистам телевидения объяснять ничего не нужно, так как сейчас телевидение переходит в цифровой формат, соответственно, специалисты должны быть высокообразованными. Мы знаем, что много выпускников факультета физики работают в том числе и в техническом обеспечении двух наших главных телеканалов республики. И в дальнейшем даже ждем, что молодые люди изъявят желание поступить на этот профиль. Конечно, хочется, чтобы абитуриенты, которые к нам поступают, были достаточно подготовлены, чтобы они осознанно выбирали ту специальность, то направление, на которое хотят учиться. Для этого достаточно, помимо обязательного ЕГЭ, сдать ЕГЭ по физике. Эти 3 экзамена достаточно для поступления на факультет физики и информационно-коммуникационных технологий. У нас обслуживает факультет 4 кафедры. Все кафедры, заведующие кафедрами, очень опытные, уважаемые, заслуженные люди. В нашей республике в последнее время очень большое внимание уделяется уже качеству образования. Университет, как тут отметили, действительно это развивающийся организм. Университет постоянно перестраивается и улучшает себя изнутри. И мы готовим специалистов уже более высококачественно, стремимся к этому. Большое внимание этому уделяет ректор Чеченского госуниверситета Саидов Заурбек Асламбекович и, как мы знаем, глава Чеченской Республики. Вот после последних выступлений главы Чеченской Республики внутри университета проводится, ну, скажем так, реорганизация, скажем. Мы сами внутри перестраиваемся, улучшаемся и стараемся уже быть подготовлены к требованиям времени. И почему мы сегодня пришли? Потому что мы хотим видеть абитуриентов не по остаточному принципу, где-то по конкурсу не прошли, и мы вот пришли к вам. Потому что с этими людьми нам сложнее работать. Из них хороших, классных специалистов подготовить сложнее, хотя мы стараемся, и мы им себя вину не снимаем. Но вот если к нам придут абитуриенты, осознанно выбрав эту специальность, зная, куда они хотят стремиться, тогда мы сможем выдать классный продукт. Мы хотим гордиться именно своими выпускниками, что наши выпускники сегодня востребованы будут и в мировом масштабе. У нас есть единичные случаи, я даже называть просто не буду, чтобы время наше не тратить. Единичные случаи есть, но мы хотим, чтобы это были не единичные случаи, а системный подход. Венера, следующее слово вам. Ни один классический университет не мыслим без филологического факультета. И со дня основания нашего вуза филологический факультет являлся ведущим учебным центром, научным центром, культурным центром, где готовили кадры в области языкознания, вот именно таких специалистов. На нашем факультете, ныне в институте, открыты такие специальности, как актерское мастерство, педагогика и психология, англо-чеченское отделение и журналистика. И наш институт может гордиться своими традициями, своей историей очень богатой, и творческая интеллигенция нашей республики, известные люди, писатели, ученые, государственные деятели, общественные деятели вышли из стен филологического факультета. Мы с вами знаем, что изучение языка — это и есть как бы большой вклад. Язык — это вообще фактор, очень мощный фактор культуры, и изучение языка сохраняет культурное наследие любой национальности, любого народа. Поэтому, тем более в наше время, когда идет возрождение наших традиций, обычаев, сохранение их, изучение языка очень важно. Ну, конечно же, не только филологические специальности, вот по направлению филологии у нас, значит, несколько профилей, но и также хотелось бы обратить внимание на то, что на кафедра актерского мастерства готовит специалистов в области культуры, да,
И насколько уважаемые, насколько востребованные сейчас работники культуры в нашей республике, тоже мы с вами знаем. Журналистика – это тоже очень престижное направление, и опять-таки неудивительно, что выпускники нашей именно этого направления, этой специальности сейчас держат руку на пульсе, да, вот, событий, которые происходят в нашей республике, вообще в стране, в мире. Вот, и мы с гордостью следим как бы за их работой в средствах массовой информации. Кафедра педагогики и психологии готовит специалистов в области образования, вот именно психолог в образовании. Но выпускники нашей кафедры могут работать и в других сферах, и в сфере медицины, если пройти дальше специализации и так далее. Также я хотела бы сказать о кафедре общего языкознания, подчеркнуть, что они выпускают специалистов по специальности чеченский язык и английский язык. Вот, и думаю, что это очень оригинальное такое, интересное направление. И, значит, знание своего родного языка и культуры, значит, другой страны, да, вот, значит, английский язык востребован, мы знаем, в наше время очень. И, конечно же, высококвалифицированные кадры этой кафедры готовят специалистов в этом направлении. В нашем институте созданы все условия для того, чтобы студенты могли жить полноценной, насыщенной жизнью, заниматься учебной работой, научной работой. И, конечно же, у нас очень много проводится воспитательных мероприятий, мы участвуем в жизни и всего университета, и республики. Наши студенты всегда в первых рядах, когда, допустим, проводятся массовые мероприятия, и занимают первые места. Тут очень хочется подчеркнуть, очень активные, творческие, да и вообще только молодежь, которая стремится быть в авангарде, и творческая молодежь вот такой направленности идет именно на наш факультет. В лаборатории хотела бы тоже подчеркнуть, что у нас работает лаборатория техники и технологий средств массовой информации. У нас работает активно словарная лаборатория, фольклорная и психологическая лаборатория. При нашем институте действуют аспирантуры. Это очень важно, потому что послевузовское образование, значит, оно, значит, наши дни очень востребовано для того, чтобы могли специалисты повышать свою квалификацию. Ну, конечно же, о нашем факультете мне очень много хотелось бы рассказать. У нас вообще аура очень, я считаю, благоприятная, положительная для студентов. И, войдя в наш корпус, это можно сразу почувствовать. И даже вот своим поведением, своей культурой общения немножко даже отличаются. Но это и не удивительно, потому что это направленность личности у наших молодых людей такая, что они как раз-таки идут на такие специальности. ЕГЭ по литературе, ну и, конечно же, русскому языку. Русский язык и математика, как мы знаем, являются основными. Они для всех, значит, эти два экзамена являются основными. Но будут учитываться баллы по литературе, по русскому языку на специальностях русский язык и литература, русский язык и литература, чеченский язык и литература, а также, значит, на специальности актерское мастерство и журналистика. Дополнительно, вот русский язык и литература необходимо сдать историю. Значит, по специальности педагогика и психология как бы профилирующим является экзамен биология. И еще, значит, наши абитуриенты, уважаемые, должны знать о том, что, поступая на специальность журналистика, необходимо пройти творческий экзамен, это при университете, а поступающие на чеченский язык и английский язык также сдают при университете экзамен по чеченскому языку. И актерское мастерство тоже, естественно, творческий экзамен. Спасибо большое, Венер. Я бы слово теперь предоставила Бубакару-Султанову. Мы подготавливаем специалистов по 3 направлениям. Это математика, прикладная математика и информатика,
и математические методы в экономике. Значит, у нас на факультете есть 6 кафедр. Это кафедра алгебры и геометрии, кафедра дифференциальных уравнений, кафедра информационных технологий, кафедра прикладная математика и механика, кафедра математические методы анализа экономики, а также и кафедра математического анализа. У нас на факультете работают очень известные преподаватели как внутри республики, так и за ее пределами. У нас имеется очень хорошая материально-техническая база. У нас созданы все условия, которые позволяют получить эффективную учебу. Наши студенты, выпускников школ интересует вот такой вопрос, куда они могут устроиться на работу. Могу ответить на этот вопрос вот в таком плане. Наши студенты имеют возможность проходить учебную практику, производственную практику и в школах, и в министерстве, например, Министерство промышленности и энергетики, и в правительстве. Естественно, по окончании университета по этим 3 направлениям они могут устроиться на работу туда же. Естественно, о востребованности наших специалистов свидетельствует этот факт. Например, многие, которые здесь сегодня присутствуют, со мной согласятся, по востребованности даже в мире на первом месте стоит информатизация. То есть в любой стране мира хорошие специалисты в области информатизации берутся на работу, и, естественно, наши выпускники тоже могут устроиться на работу. Они будут востребованы. Спасибо большое, Лука. Руслан, и, наконец, слово предоставляется вам. На нашем факультете ведется подготовка по 2 направлениям. Это биология и химия. Обеспечивает подготовку этих направлений 7 кафедр. Кафедры биологического профиля – это кафедра ботаники, кафедра зоологии, кафедра физиологии, анатомии человека и животных и кафедра клеточной биологии, морфологии и микробиологии. Направление химии обеспечивается 3 кафедрами. Это кафедра общей неорганической химии, кафедра органической и биорганической химии и кафедра физической химии. У нас на факультете есть современнейшие лаборатории, есть отдельные структурные подразделения. Это гербарная, семенная лаборатория, ботанический сад, огромный ботанический сад, виварий. Студенты не только занимаются теоретически, они огромную практическую работу проводят с живыми организмами, выезжают на летние практики, у нас ежегодно летние практики проходят, учебные, производственные, специальные практики. И по завершению обучения студенты пишут, защищают дипломные работы, касающиеся тех или иных групп животных или растений. Химия – это вообще уникальная специальность. Ее уникальность связана с тем, что сегодня с огромной скоростью роста человечества нарастает скорость использования химии в быту и вообще во всех сферах жизни человека. С этих позиций это специальность, актуальность которой с каждым днем возрастает в огромной степени. В прошлом эта специальность была создана в нашем университете в связи с тем, что в республике в промышленности огромная доля приходилась на нефтехимическую специальность. Вот это нефтехимическое нефтехимическое направление, оно было связано с переработкой нефти и получением разнообразных продуктов из нефтепереработки. У нас большие надежды, и я думаю, что и руководство республики, оно ведет в этом направлении огромную работу, что химическая отрасль, нефтехимическая отрасль нашей республики будет восстановлена. Студенты, которые у нас обучаются, они проходят интереснейшее время. Я думаю, что не только один из познавательной интересности, а
интерес этого факультета, его интересность связан с тем, что этот факультет имеет свои старые традиции, которые, значит, в которые окунается студент, как он только приходит на первый курс. Ну, необходимо сказать, что выпускники нашего факультета могут устроиться на работу в самых разнообразных отраслях нашей республики, да и в России в целом и за рубежом. Что касается ЕГЭ, я бы посоветовал молодежи нашей республики, вот тут многие, было видно, что физики сказали о физике, филологи сказали, хотелось бы, чтобы наши, значит, будущие студенты сдавали филологию, литературу, и тут же подчеркнули, надо сдавать биологию. Я думаю, что любой выпускник сегодняшней школы должен сдать как можно больше экзаменов по ЕГЭ. Почему? Потому что вот я много, значит, работал в приемных комиссиях и был связан с ними и видел большое количество молодежи, которые оставались в силу тех или иных причин за бортом вуза, потому что вовремя не сориентировались и не сдали вот экзамены по ЕГЭ. Все специальности, они хороши, но жизнь может в самый последний момент посоветовать выбрать ту или иную специальность. И если, значит, абитуриент не имеет экзамена по ЕГЭ, он не сможет поступить. Чтобы подстраховаться, да? Вот да. Я думаю, что наши абитуриенты должны помимо обязательных русский язык и математика сдать биологию, химию. Вот, например, студенты, которые хотят поступить на медицинский факультет, они у нас дают русский, математика, биологию, а во внешних мединститутах это может быть физика. Видите? И вот в Астрахань или в Ставрополе, если физики не будут, эти абитуриенты не смогут пройти туда. Поэтому я еще раз подчеркиваю, настоятельно прошу их быть очень серьезными сегодня при выборе, значит, тех экзаменов, дисциплин, которые они хотят сдать в качестве экзамена по ЕГЭ, чтобы они сдали как можно больше экзаменов, и тогда им будет легко выбирать, и у них выбор будет очень большой. Я думаю, что молодые люди сегодня в университет должны приходить с нацеленностью на будущий рост. Не так, чтобы прийти, получить какую-то маленькую специальность и уйти, а именно на будущий рост. К науке, к образованию нас призывает именно наша религия. Ни одна религия мировая к этому не призывает так серьезно, как призывает наша религия ислам. И все мусульмане, верующие, сегодня на карту, в первую очередь в своей жизни, должны поставить образование и науку. И тогда мы будем истинно верующими и будем умными. И мировая политика не сможет нас сбить никогда больше с пути. Вот такие вещи. Руслан, это были хорошие слова в завершении нашей передачи. Вы более чем доходчиво и понятно объяснили нашим будущим абитуриентам о специальностях, о направлениях, о том, что их ждет на каждом факультете. Спасибо вам большое еще раз. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо за внимание. До новых встреч.